После начала боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма был создан Центр любви к России Владимира Путина. В нем 24 часа в сутки работают люди, которые ведут спецоперации в интернете, создают и тиражируют фейки про Запад и Украину и пишут тысячи комментариев в поддержку идей русского мира. С их помощью Россия захватывает информационное поле в крупнейших социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Живой журнал, и распространяет свою пропаганду на все большее количество людей и стран. Их главная задача – показать, что во всех бедах виноваты США и Запад, а единственное спасение – принять сторону России и Владимира Путина. Ради Путина им ничего не жалко, и миллионы рублей идут на создание убийственных фактов и душераздирающих откровений. Распятый украинскими демократами мальчик, избитый ими же Боинг над Донбассом, Турция как вероломный агрессор, а мигранты как насильники русских школьниц. Даже белорусский язык в Белоруссии объявлен угрозой русскому миру. Но особенный предмет любви российских интернет-троллей – Украина. Они не только эффективно продвигают российскую пропаганду и разжигают ненависть между украинцами, но и научились блокировать тех блогеров, которые пытаются им противостоять. Целая сеть ботов создана с одной целью – жаловаться на неблагодарных украинских пользователей в различных социальных сетях. Только этой зимой были забанены десятки аккаунтов самых популярных и влиятельных украинских блогеров. Десятки тысяч ботов засоряют проукраинские хэштеги и искажают реальность для миллионов людей, распространяя ложь и провокации. Так как же противостоять российским троллям и не проиграть в информационной войне? Первое. Ни в коем случае не отвечайте на реплики троллей. Они провоцируют вас, чтобы вызвать дискуссию, отнять ваше время, а затем пожаловаться на ваши посты и получить за это деньги. Второе. Блокируйте каждого. Не дайте даже малейшей возможности хоть как-то повлиять на ваш аккаунт. Третье. Не употребляйте никаких слов, которые могут быть причиной для блокировки. В новых правилах Twitter есть лазейка, которой воспользовались боты для блокировки проукраинских пользователей за безобидные твиты многолетней давности или даже за цитаты из книг. Научитесь противостоять информационной агрессии, создаваемой профессиональными пропагандистами. Пишите правду, разоблачайте фейки и используйте для распространения хэштеги, которые уже показали свою эффективность в борьбе с российской пропагандой. Социальные сети в руках пропагандистов превращаются в серьезное оружие, но в ваших силах этому противостоять. Все хотят, чтобы их любили, особенно когда любить не за что.